Добрый день! Сегодня я приготовлю мчади. Я очень люблю эти лепешечки из кукурузной муки. Конечно же, это грузинская кухня, но в Осетии тоже готовят мчади. Вариантов на самом деле миллион. Самый простой и самый такой вот обычный, часто встречающийся мчади – это из кукурузной муки мелкого помола и воды. Все. Мчади обычно подают с лобио. Если лобио готовят в горшочке, то обязательно рядом кладут мчади на тарелку, и это очень вкусно. Я люблю мчади с добавками. Самое простое – это сыр, конечно же. Можно сулугуни взять, можно и мертинский. Я предпочитаю сулугуни, потому что он посланее, но сулугуни все-таки лучше купить на рынке, а не в магазине, потому что, чтобы он был просто натуральным. Кукурузную муку я тоже покупаю на рынке, она продается обычно там, где зелень, потому что кукурузная мука магазинная меня тоже не очень устраивает по качеству. Вот. Готовится очень просто и очень быстро. Когда мне не хочется замешивать тесто на пироги, я готовлю мчади. Нам нужна кукурузная мука, сыр, одно яйцо и, собственно, все. Еще забыла сказать, что хорошему, конечно, мчади нужно жарить на кеце. Вот у меня такое маленькое кеце, бывают побольше и совсем большие. И тогда они запекаются или на углях, или в какой-то печи, готовятся около часа. Но в нашем варианте есть сковородка и крышка, и плита. Все-таки мы немножко облегчили себе жизнь всякими гаджетами. Хотя на кеце очень вкусно получается. Я пробовала, просто шикарно. Ну и начинаем готовить. Сыр нужно натереть на терке, на крупной. Можно порезать, неважно. Если сыр мягкий, можно руками размять. Если кажется, что немножко суховато, я добавляю мацони, сметану, простоквашу, кефир, в общем, все, что есть в доме. Вот сегодня так оказалось, что у меня, кроме молока, ничего не оказалось, поэтому немножечко я добавлю молока. В этом тоже нет никакого преступления. И сюда же кукурузную муку и яйцо одно. Просто мне так больше нравится. Если сыр не соленый, можно посолить. Тесто должно получиться не очень плотным, не очень забитым. И из него потом нужно сделать такие небольшие, я люблю небольшого размера, такие маленькие, как говорят мои дети, пирожочки. Удобнее их лепить, если руки смочить водой. Приблизительно я люблю вот такие маленькие, красивые, такие вот. И уже отправляемся жарить. Жарим с двух сторон. Я жарю где-то на 7 или на 6 у меня, если индукционная плита, на среднем огне. Сначала обжариваем с одной стороны, переворачиваем и закрываем крышкой. Жарим до такой румяной красивой корочки. Попробуйте приготовить мчади с разными начинками. Можно добавлять зелень помимо сыра, можно добавить фасоль, можно перемешать, можно просто приготовить в оригинальном варианте, просто из муки и воды. Это очень вкусно и полезно.